Порядка 80% детей легче, чем взрослые, болеют новой коронавирусной инфекцией, однако они дольше остаются заразными. Такие данные сообщили в Управлении Роспотребнадзора по России. Обсудим борьбу с коронавирусом в Башкортостане вместе с гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. У нас сегодня главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения Башкортостана Айгуль Галиева. Айгуль Тагировна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы можете объяснить особенности иммунитета у детей? Почему такие данные приводит Роспотребнадзор? Действительно, вот наблюдая за коронавирусной инфекцией, новым вирусом, оказывается, что детское население, они у нас легче переносят эту инфекцию респираторную, а взрослые, особенно из группы риска, это вот с фоновыми заболеваниями в виде сахарного диабета, гипертонической болезни, заболеваний легких в виде хронической обструктивной болезни легких, они переносят очень тяжело. Это объясняется, во-первых, тем, что на фоне вот таких серьезных заболеваний организм не всегда выдерживает такой натиск вируса, когда мы пытаемся бороться с этим вирусом и выбрасываем защитные антитела. А у детей вот это равновесие между иммунитетом и вирусной нагрузкой, оказывается, что вот более они легче приспосабливаются и способны сразу же нивелировать все эти клинические симптомы, и ребеночек идет у нас на поправку. А пожилые, особенно вот из группы риска, еще раз повторяюсь, они, конечно, у нас тяжелее переносят и нередко бывают плачевные исходы. Поэтому вот снова появляется эта информация, актуальность вакцинации прививок, особенно от тех заболеваний, которые могут наслоиться на эту респираторную вирусную инфекцию и осложнить течение. Это бактериальные пневмококковые инфекции, которые у нас изначально всегда были тропно-клеточной ткани и вызывают пневмонию. Поэтому сейчас как раз-таки начинается у нас этот период подготовки к вакцинации от пневмококковой инфекции. Поэтому призываю все население, детей и взрослых обратить внимание родителей на эту вакцинацию. Прививки бывают от пневмококковой инфекции вот 13-валентные, 23-валентные, и также вакцинация от гриппа, потому что мы сейчас в преддверии эпидсезона, сезонного подъема респираторных заболеваний, в первую очередь гриппа, хотя у нас максимальный подъем всегда приходится на февраль-март, но мы же с осени первый случай гриппа встречаем. И поэтому как будет вести себя новая коронавирусная инфекция в сочетании с вирусом гриппа и во время эпидсезона других респираторных заболеваний, как риновирусы, это заразный насморк, а сейчас появились такие риновирусы, которые тропные клеточной ткани, так называемые респираторные риновирусы, которые тоже сами вызывают пневмонию, метапневмовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. То есть вы видите, какое многообразие этих микробов-возбудителей, которые могут вызвать пневмонию, острое воспаление легких. Поэтому вот акцент на специфическую профилактику, вакцинацию вот на сегодняшний день это очень актуально и приоритетно для всех нас, докторов, экспертов и для всего населения. А как это сработает? Человек сделает прививку, что произойдет с его организмом? В организме выработаются защитные антитела к этим возбудителям. И если человек встретится в окружении с заболевшим человеком или носителем, который сам не болеет, но он является носителем этих пневмококков или же вирусов, при этом он может быть просто в легкой форме перенести или же даже не болеть никаким образом, никаких симптомов мы можем и не заметить, то этот человек после вакцинации, имея вот эти защитные титры антител, будет защищен. Конечно, он может заболеть после вакцинации, но это заболевание будет протекать в более легкой форме и без осложнений. Это уже доказано многолетними наблюдениями, клиническими испытаниями, поэтому вот на сегодняшний день для нас действительно это приоритетно – защитить себя от других возбудителей, которые могут осложнить течение обычных вирусных инфекций и в первую очередь новой коронавирусной инфекции, которая пока, к сожалению, не сдает свои позиции, количество больных пока у нас достаточное, мы имеем место пока эпидемию новой коронавирусной инфекции, которая объявлена у нас 11 марта 2020 года Всемирной организацией здравоохранения, поэтому все в наших руках. Хотим защитить своих любимых, ближних, родственников, бабушек, дедушек, мы должны вакцинироваться. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что россияне многие не соблюдают противоэпидемиологические меры, и это является риском для вспышки коронавируса. Как распространяется ковид
да, и почему те, кто не соблюдает эти меры, они являются источником опасности? Ну, коронавирусная инфекция, вот новый вид COVID-19, он пневмотропный. То И есть? передается, то есть он тропный к легочной ткани, вызывает пневмонию. Вот пневмотропный, пневмо – это легочные, легкие. И вот поскольку передается воздушно-капельно, плюс контактным путем, и в связи с этим многие и исследователи, и эксперты, и доктора, и эпидемиологи призывают население хоть как-то себя обезопасить доступными средствами профилактики, это маской, лицевой маской, перчатками, и соблюдать социальное дистанцирование. Вот когда появится специфическая профилактика, то есть непосредственно уже вакцина, прививка от коронавируса COVID-19, которую мы ожидаем все с нетерпением с осени, то тогда мы можем сказать, что наравне с неспецифической профилактикой, вот соблюдая социальное дистанцирование, маски, когда мы носим эти маски, особенно когда в общественных местах, где очень многолюдно, то и эта вакцина сработает уже на 100%. И мы сможем стабилизировать заболеваемость и пойти уже на убыль. И тем самым сохранить многие жизни, в первую очередь из группы риска, пожилых своих. А детки, они болея легко могут ведь гулять, ходить в общественные места, в торговые центры. Они дома не сидят, они очень у нас активные, но они ведь таким образом могут принести этот вирус. Сам-то он, конечно, не заболеет, наш малыш, но у нас дома ждут наши пожилые родственники, которые могут от них заразиться. И вот тогда, конечно, вот этот момент и будет у нас иметь место. Хотя многие родственники, мамы, папы, скажут: нет, это не мой маленький ребенок принес домой этот вирус. Наверное, моя бабушка или дедушка, или пожилые родственники где-то там в поликлинике или в торговом центре. Но тут имеет место тоже фактор, что вот дети у нас могут быть переносчиками, потому что они легко болеют, и мы не будем их не заметим и не изолируем вовремя. Что говорят эксперты о том, сколько человек переболело уже этой коронавирусной инфекцией? Возможно, они даже этого не знали. Давайте обсудим ситуацию в республике. Ну, у нас на сегодняшний день по еженедельным брифингам и отчетам Управления Роспотребнадзора каждый регулярно информируется население, сколько пациентов подтвержденной коронавирусной инфекции. Это уже перевалило более чем за 6 тысяч подтвержденных случаев, но большое количество населения, которое без подтверждения, и они у нас остаются вот на улице, находятся дома, на амбулаторном наблюдении, просто с легкими формами ОРВИ, и нередко они могут и не обращаться за медицинской помощью, и тем самым быть источником инфекции. Но из числа выздоровевших это уже более 5000, то есть если же более 6500 это подтвержденный случай, из них уже более 5000 пациентов уже выздоровели. Но остальное количество, мы же с вами всегда прекрасно понимаем все, что количество зарегистрированных случаев – это верхушка айсберга. То есть огромное количество тех, которые мы не зарегистрировали, не поймали, они не обратились за медицинской помощью, не были обследованы. А вирусы не всегда оказываются в рото-носоглотке. То есть у нас основной метод исследования – это полимеразная цепная реакция, это метод ПЦР сокращенно, когда обнаруживаются фрагменты РНК возбудителя, и тем самым подтверждается диагноз. Но иногда эти вирусы сразу уходят в легочную ткань и вызывают воспаление легких. И не всегда в таких ситуациях вирус обнаруживается в рото-носоглотке. И получается, пациент, мы констатируем пневмонию, но подтверждение, что именно возбудителем этой пневмонии был COVID-19, не всегда получается. Но если же врач, анализируя клинику, эпитанамнез, изменения в анализе крови, на рентгенограмме, на компьютерной томограмме органов грудной клетки видит, что изменения двусторонние, интерстициальные изменения, по типу обнаружения матовых стекол, которые мы сейчас все на это обращаем внимание, то мы предполагаем, что это, возможно, новая коронавирусная инфекция. Вот таких пациентов оказывается даже больше, чем из числа подтвержденных методом ПЦР исследований. Но существуют еще другие анализы, определяем антитела, то есть насколько реакция организма на этот вирус срабатывает. Тут тоже нужно говориться, эти антитела тоже не сразу появляются, а появляются через 2-3 недели от начала заболевания. И не всегда они долго сохраняются. И поэтому, наверное, у некоторых, у населения появляются вопросы. Вот мы перенесли, или же они слышат от своих родственников, что мы перенесли коронавирусную инфекцию, а в организме
организме никаких следов, что я уже не имею антител, я могу повторно заразиться, заболеть. Сейчас эксперты действительно обсуждают этот вопрос. Считается, что да, антитела ненадолго сохраняются в организме, защитные, но существует клеточное звено иммунитета, когда ткани легких и других органов остаются там защитные клетки, и если вирус повторно попадет, то тем самым заболевание может или не развиться, или же будет протекать в довольно легкой, неосложненной форме течения. Можете ли вы прокомментировать, вот на обывательский взгляд, есть случаи, когда, допустим, КТ показывает, что никаких повреждений нет, другие анализы, вот мазок показывает, что нет повреждений, но тем не менее через 2 дня уже там под 90% поражения легких. Как это происходит и в чем опасность здесь? Существуют две клинические формы. Как это понимать вообще? Существуют две клинические формы или варианты новой коронавирусной инфекции. Один вариант, который встречается намного чаще, 70 практически процентов случаев, это поражение верхних отделов дыхательных путей в виде обычной респираторной инфекции, в виде простуды. Температура, покашливание, боль в горле, и пациент идет на поправку. Вот они так как раз-таки источники инфекции. А второй вариант – это в виде развития пневмонии. Пневмонии бывает тоже разных видов – легкой, средней, тяжелой формы течения. И в зависимости от поражения на компьютерной томограмме определяют, какая степень поражения легочной ткани и насколько эта степень поражения приводит к дыхательной недостаточности. Поэтому врачи, анализируя в совокупности всю клинику и изменения в анализах, определяют, необходима госпитализация в инфекционный госпиталь или же достаточно амбулаторного наблюдения. Все это действительно на самом деле так, потому что если легкие формы пневмонии, пациент сам даже без никаких препаратов, потому что, еще раз напоминаю, это вирусная инфекция, антибиотики здесь не всегда показаны. Антибиотики показаны только когда сочетается с бактериями, вирусно-бактериальной пневмонии, или же это чисто бактериальная пневмония. Поэтому тут тактика ведения, она бывает разной. Все зависит от самого пациента, от клиники болезни и от анализов, которые уже определит сам врач. Ну и главное, слушать рекомендации врача. Обязательно, конечно. Да. Айгуль Тагировна, мы успеваем еще один вопрос обсудить. Владимир Путин, комментируя эпидобстановку в России, сказал, ситуация с коронавирусом успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Как вы можете прокомментировать эти слова и рекомендации, если коротко, телезрителям, как обезопасить себя и близких? Действительно, пока повода для расслабления нет. Мы все с вами видим, насколько все это серьезно. Вы, наверное, все и родственники, и окружающие слышим, как кто-то заболел у нас из близкого окружения, как они переносят, как после перенесенной этой инфекции тяжело восстанавливаются. Воспаление легких – это непростое дело. Даже обычная пневмония бактериальная имеет свои последствия. А тут вирусы, которые поражают не только легкие, а сосуды. И поэтому даже правильно называть не пневмония, а пневмонит, когда воспаляется легочная ткань. Последствия могут быть различные. Все зависит от иммунной реактивности организма. Поэтому соблюдать все рекомендации врача и после выписки, или же на фоне, вот если вы на амбулаторном этапе наблюдения, во время реабилитации продолжать дыхательную гимнастику, гулять на свежем воздухе в утренние часы, когда очень мало народу в окружении, повышать иммунитет витаминами и позитивно мыслить. Ни в коем случае не опускать руки. Мы обязательно с вами все добьемся победы над этим новым коронавирусом, и все будет хорошо. Самое главное, мы все вместе. Спасибо большое, Айгуль Тагировна. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения была главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения Башкортостана Айгуль Галиева, и мы говорили о борьбе с коронавирусом.